Во Владикавказе отметили День города и День республики. Сегодня для жителей и гостей республики организовали праздник с национальным колоритом. Фестиваль осетинских пирогов, традиционные нардские игры и еще с десяток тематических площадок. Подробнее обо всем в материале Лидии Цахиловой. Даже осенний дождь не испортил атмосферу праздника. На дне города и республики сотни человек. На набережной развернули больше 20 тематических площадок. В этом году удивил фестиваль осетинских пирогов. Кроме традиционных начинок были и необычные – с лимоном и яблоком. Каждый год быстрее всех уходит только яблочная начинка. У осетина вообще как бы не было фотокоджина. Но его вот сделали, это стало популярным, и люди начали его, полюбили его. 9 начинок, 9 площадок. В каждой площадке выпекается один вид пирога. Это стало опять-таки традиционным. И все, что делается, делается для народа бесплатно, чтобы люди пробовали, гости пробовали, оценивали вкус и видели мастерство студентов нашего учебного заведения. На празднике гости из соседних республик. С национальной осетинской кухней их познакомил глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильцехов и ФРИО главы муниципального образования Зита Салбиева. К нам приехали гости из Черкесска, из Ростова, из Ставрополя. У нас друзья из Кабарды, у нас много делегаций приехало. Они сейчас обходят площадки, которые наши предприниматели, средние специальные учебные заведения с любовью, как всегда, выставили. И, как мы обещали, мы постарались, чтобы сегодняшний день представил город во всей своей красе. Интересно и на ярмарке сельхозпроизводителей. Саженцы, фрукты, горный мед, квас, молочная продукция. Лариса Касаева привезла уникальный кобинский сыр из высокогорного села Дунта. Второй год участвую. В прошлом году меня организаторы попросили, чтобы я участвовала. Спасибо им большое. В этом году я их уже сама просила. Мне понравилось. У меня нет слов, чтобы описать вкус. И это вкус детства, наверное, и настоящего осетинского сыра. Когда в Бельгии, у меня были гости из Бельгии, брат там живет, когда они попробовали, то знатоки сыра, вы знаете, и голландского, и французского, сказали, что сравнения никакого. Свои площадки развернули и учреждения среднего профессионального образования. Сделать салфетку или сшить национальное платье для куклы, почувствовать себя художником и нарисовать картину. А технологический колледж полиграфии и дизайна провел мастер-класс. Наши учащиеся при них изготовят визитку, которую они захотят, и точно так же могут поучаствовать в изготовлении блокнотов. Для жителей и гостей республики подготовили и концертную программу. На сцене выступили военные оркестры, артисты, творческие и театральные коллективы. А общественная организация «Ирон-Федерация» организовала нардские игры. Любой желающий мог попробовать свои силы в национальных видах спорта. Можно поиграть в осетинскую национальную игру иважанта. Это когда с двух сторон два соперника упираются друг другу в ноги и пытаются перетянуть палку на свою сторону. Соответственно, тот, который перетянет эту палку, тот и побеждает в противостоянии. Изделия ремесленников, разные мастер-классы и еще много всего интересного. День республики и города объединяет. Организаторы постарались, чтобы гости праздника получили яркие эмоции, приятно и полезно провели время. Лидия Цахилова, Диана Кабалоти. Новости Осетии.